Сегодня все слова в память о нем и о его труде. Поэт, публицист, общественный деятель. Здесь в кругу близких собрались те, кто был с ним знаком, и те, кто увлекается его творчеством. В этом году Ваха Висенгереевич отметил бы свое 75-летие. Ваха алемати, цики, цитовники, Ваха вахкавар, чага векамен доглазыжвар, чага шины мелмогор хадежвар. Центехляхта новости барышты. Ваха Хамхоев родился 11 сентября 1952 года в Казахстане. Учился он в Икажевской первой школе, где впервые познакомился с ингушской литературой. Именно первая проба пера в школьные годы зародили желание связать жизнь с литературой. Тогда юный школьник никогда бы и не подумал, что через несколько десятков лет, а именно в 2006 году, возглавит правление Союза писателей Республики. Сегодня уже ему посвящают стихотворение. Эзицевер харяна, яхавах наха визиш, цевер гятсен тахна, цех кабалар качерцунга бала босиш, цевер чарк, колым барцинг, ца шибелга, дötendoluş varkaga, dalga хита маха болбы, махал арце ецмейлы, tehinoцинник нахойлы, эхер далцин, алыждойлы. Литературные статьи, стихотворения и эссе Вахи Хамхоева печатались на страницах таких газет и журналов, как «Путь Ленина», «Силаат», «Литературная Ингушетия» и «Литературная Кабардино-Балкария». В 2007 году в издательство «Сердало» вышел его прозаический сборник «Мужчины». В него вошли завоевавшие популярность публикациям в периодической печати рассказы и пьесы писателя. В его творчестве было что-то особенное, то, чего не было в произведениях других писателей. Огромный вклад внес Ваха Хамхоев и в драматургию. Его перу принадлежат пьесы «Кто виноват? Достижение Зулейхи». 50-летию депортации ингушского народа в феврале 1994 года на сцене Ингушского государственного драматического театра поставили спектакль «Народ бессмертен» по его пьесе. Ваха Висенгереевич приложил немало усилий для развития ингушского языка и литературы. Işte otya başa kadar zalga metaliyatsa. Tahtsu halkıç bu telefon diye غلغي على صبيت يزيز يعني على السوق تهم يزيات تسخن ارسمت يزج ما يصير تعدي على واش تدداتس غلغي موت است يوازن ديكتين ياتس يعني الش سبيسك دو اتيا يوها دادوس يزج يعني اسالرا نيان خيت يا صبيت يزر ازلاتسو شلوش ناتك حلدها زبيت ازيشات دي حخ السنه حتى بيان بعد جدد زاخي لاحتر واخي يعني كشتوتسو تسخان ما خينترسو الشينانيو اتشخين الجي. По словам друзей писателя, во всей республике не сыскать было такого же гостеприимного человека, как Ваха Висенгереевич. В пору становления автономии Ингушетии все местные политики собирались у него дома, встречали их всегда с улыбкой на лице. Еще одна черта у Вахи Хамхоева. Когда бы ты ему не позвонил, бывает там ночью, поздно, какое-то слово и так далее. Даже 2 часа ночи, если позвонишь, он обязательно ответит. Он всегда очень поздно ложился спать, он работал. И всегда говорил: ну, ну я прошу тебя зайти, если ты здесь где-то рядом. И если зайдешь, у него всегда было что почитать новенькое. Вот смотри, как этот писал. Он, я помню, очень восхищался чеченским поэтом Мусой Ахмадовым, его произведением, ну и другими. Ваха Хамхоев – автор, стиль которого выражается в простоте, правдивости и, самое главное, в жизненности художественных образов. Возможно, именно в этом и кроется успех его произведений. Сегодня все, кто здесь собрался, будут говорить о Вахе как о писателе, как о человеке, как о общественно-политическом деятеле. Он на самом деле, весь масштаб его деятельности, в общем-то, знают люди старшего поколения, те, кто тогда вот стоял рядом. Но для сегодняшней молодежи, которая вот должна дальше нести будущее нашей республики, очень важно знать вот таких людей, как Ваха Висенгереевич. О трудовом и творческом пути Вахи Хамхоева можно говорить бесконечно. Он оставил ингушскому народу богатое культурное наследие, благодаря чему его имя вечно будет жить. Хава Гагиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.